Это актуальное интервью в студии Петр Васильев. Здравствуйте. Приемная кампания по зачислению детей в школы стартовала в Якутии. Точнее, ее первый этап. Он продлится с 1 апреля до 30 июня. В этот период подать документы на зачисление ребенка в первый класс могут не все. Действуют также и новые правила для детей-мигрантов. Как организована запись детей в первые классы в этом году, какие изменения произошли. Об этом мы сегодня поговорим. Наша гостья в студии Мария Петрова, начальник управления образования города Якутск. Мария Петровна, здравствуйте. Здравствуйте. С 1 апреля горячая пора у родителей, у всех, я думаю, школ, и в том числе и управления образования. Какие нововведения произошли в этом году в плане приема в первый класс? Особых нововведений нет, так как идут те же этапы. Здесь важно, что через госуслуги запись идет преимущественно, и с каждым годом родители все активнее пользуются этой возможностью. Сейчас уже более 4300 заявлений подано, но есть дублирующие, есть такие, которые уже родители сами передумали, поэтому на втором этапе мы ждем вторую волну, соответственно. В основном это идут родители из пригородных школ, которые не боятся, скажем так, не попасть в школы, и также дети, у которых нет прописки. Поэтому думаем, что порядка 5500 детей в этом году пойдут в первые классы в городе Якутске. Но приоритетное зачисление, что называется, по месту жительства. То есть в Сайсарах в лицей, там, условно говоря, да, из Сайсара в 31-ю школу и так далее. Да, конечно, очень важна шаговая доступность для детей в первые классы, это очень важно. Для старших классов это бывает уже не так важно. Там школы могут принимать на конкурсной основе в профильные классы, и мы видим такое движение тоже в зависимости от интересов ребенка и его семьи. И что касается детей-мигрантов, вот хотелось бы сказать, что как раз вот на днях прошел экзамен в первые классы, вот по тем требованиям, которые с прошлого года вступили. 15 детей сдавали этот экзамен, 10 из них успешно прошли испытания. Мария Петровна, вообще, если говорить о цифрах, контрольных цифрах приема, как в высших учебных заведениях говорится, сколько планируется принять в школу Якутска в этом году детей? Мы планируем принять всех, кто подаст документы. Это наша главная задача, в отличие от вузов и СУЗов, у которых есть контрольные цифры приема. Другой вопрос, что именно в желаемое учебное заведение может не хватить мест. И мы сейчас уже видим по ряду школ, что количество заявлений значительно превышает количество возможных мест. Но это, как правило, новые микрорайоны, как Прометей, как 203-й микрорайон. Ну и в центре города тоже вот такая 17-я, 26-я, 31-я, 33-я всегда не все. переполнены. 17-я школа в центре города, городская классическая гимназия. Вот это две основные школы ЕГНГ, которые имеют большой спрос. Большой спрос и большой, что называется, дефицит мест. А как тогда распределяется вот этот поток детей по образовательным организациям? Ну вот как раз на втором этапе мы предлагаем те места, которые можем дать как свободные, которые имеются в наличии. Но это уже не самый центр. Ну, понятное дело. Но главное, что ребенок получает образование, а потом, в дальнейшем, я так понимаю, он может сменить. И здесь хочу отметить, что 203-й микрорайон, он закреплен за двумя школами. Как Центр глобального образования и за 33-й школой на 202-м. То есть те, кто не попал в ЦГО, будет предложено им перейти в 33-ю школу. Но те, кто перешел туда, не жалуются. И мы видим по качеству образования, что 33-я школа отнюдь не уступает. Она никогда не уступала, она всегда была одной из сильнейших школ. Да. Мария Петровна, хочу поговорить о этой самой электронной системе записи. Многие ее в свое время на старте ругали, но прошло уже значительное количество лет, и я думаю, что родители оценили удобство. Как работает, были ли сложности, сбои или наоборот, какие-то положительные моменты? В целом система хорошо работает и действительно удобно. Я помню, как у меня тоже, вот, будучи в командировке, удалось вот так подать заявление 1 апреля и не волноваться, что не успеем. Но был сбой все-таки, потому что ровно в 9 часов, я так поняла, 4000 с лишним родителей нажимали Enter, чтобы свой черновик перевести уже в актуальный вид. Поэтому мы давали предложение в вышестоящие органы о том, чтобы, может быть, все-таки сделать эту запись последовательной. Например, часть школ в 9 утра, часть школ в 10 утра и так далее. Но посмотрим, может, на следующий год все-таки наши предложения рассмотрят.
Ну, самое главное, что родители перестали занимать очередь перед школой в 6 утра. Да. Эти списки, ругань и рукоприкладство. Самое главное, что вот эта вот история у нас нивелировалась. Мария Петровна, хочу поговорить еще о немножко распределении мест, как контролируется вот эта вот прозрачность, справедливость распределения мест в первых классах школы. Ну, как вы и отметили, благодаря такой цифровой записи многие сложные моменты, они уже сняты. И в том числе один из таких вот самых щепетильных – это очередность. Там счет идет буквально на миллисекунды, и невозможно никак там какие-либо цифры записи, очередности, что-либо менять. У нас просто нет таких прав. Ну, цифра, она есть цифра. Поэтому бывает так, что родители пишут заявление, в том числе и в надзорные органы, что вот я там подал в 9 утра, но я оказался там каким-то. Но мы предъявляем, конечно, вот всегда вот эти скрины, и там все видно. Поэтому таких вот каких-то моментов, они просто исключены. А вот родители, которые стремятся попасть в крупные школы, которые зарекомендованы в центре глобального образования, в новые школы, чем они апеллируют? Это, по сути же, стандарты российского образования, они же из школы в школу одинаковые. Абсолютно Принципиально правы. учиться, условно, в центре города. Ну, здесь такой момент, что, конечно, это большой микрорайон, и живут люди там, школа, как говорится, смотрит им в окно, и понятно, что у них желание, чтобы ребенок ходил именно в эту школу, как говорится, даже не выходя из микрорайона. Но, к сожалению, школа тесновато оказалась, родителей молодых там вместе с многодетными, да, семьями, их достаточно много. Поэтому пока такая напряженность есть, но мы видим, что из года в год все-таки поменьше становится эта напряженность, и думаем, что со временем она все-таки у нас нивелируется, тем более, что меры принимаются, пристрои возводятся. В Центре глобального образования в этом году уже стартует строительство пристроя, поэтому... В 17-й школе начались какие-то работы. В 17-й школе тоже начались работы, на Чайковского вот буквально на днях будет закладка сваи. Поэтому этот процесс идет, и, конечно, наш Илдархан Василий Сергеевич Николаев, сам будучи мэром города, прекрасно все эти моменты знает, и сейчас очень большую действенную поддержку нам оказывают на самом высоком уровне для того, чтобы такой напряженности не было. И мы сейчас тоже это уже видим, результат в том, что у нас наполняемость в классах стала меньше. То есть если раньше 40 детей больше была как бы нормой, то сейчас у нас не более 36-38 детей в первые и далее классы идут. И параллели до Е, условно. Ой, даже не до Е, до Л. Да, Первый Л да, и так далее и тому подобное. Хочу поговорить, кстати, об открытии первых классов в этом году. Какие школы открывают набор, и как работа ведется для решения проблемы переполненности в целом? В прошлом году 40-я школа стартовала. В этом году мы видим туда очень большое количество заявлений в первый класс. Пока мы по муниципальным школам новых, скажем, открытий не делаем, разве что кроме первой школы, что новое здание открывается, и туда пойдут тоже первоклассники на старом месте. И точка будущего, как новая школа, но это частная школа, тоже примет на себя 500 детей. И думаем, что это тоже даст существенную разгрузку по всему городу, потому что школа принимает не по прописке, соответственно, а по своему, скажем, собеседованию, по своим критериям. И в детский сад детей возьмут, и в школу с 1 по 8 классы. Поэтому думаем, что и в наших школах наполняемость детей чуть меньше тоже станет, разгрузка будет. А вот, кстати, по поводу школы номер 40 имени Михаила Ефимовича Николаева, в ДСК открыта, я понимаю, что она открыта отчасти и для того, чтобы покрывать нужды нового микрорайона. Но она еще и забирает, в хорошем смысле, забирает детей с ДСК, правильно? Да. И пока там ее полностью еще не заполнили. Ну вот та сторона, наполнили. Южная часть города, очень активно застраивается. Много молодых семей с детьми берут охотно там ипотеку, поэтому, конечно, мы видим там очень высокую потребность. Поэтому в следующем году уже в микрорайоне Звездном будут открыты и детский сад, и школа, и примут детей. Мария Петровна, мы очень много сегодня уделили времени первоклассникам, в целом школьникам. Предлагаю еще поговорить про кадры, про управленческий, про преподавательский состав, как управление образования поддерживает вот именно наполняемость в школах кадрами. Хватает ли нам педагогов?
Это действительно актуальный вопрос, потому что, когда открываются новые школы, соответственно, нужны свежие кадры. Мы здесь ведем работу по кадровому резерву, во-первых. Во-вторых, у нас открытые педагогические классы уже в 26 школах. И каждый год сейчас уже более 100 выпускников выбирают педагогическую специальность. И буквально, допустим, через 3-4 года они уже могут приступить к работе, будучи студентами. И мы эти примеры уже видим во многих школах. И также есть такой момент, что из улусов переезжают педагоги и приходят в наши школы. Поэтому прям острой потребности мы не видим, но мы видим именно задачу повышения качества, повышения квалификации наших кадров. Мария Петровна, мы еще не затронули с вами самое маленькое звено системы образования, детские сады. Там ситуация примерно такая же. Тоже я понимаю, что родители хотят поближе к дому в детские сады зачислять своих детей. Как ведется запись? В этом году у нас 4500 выпускников детских садов, которые, соответственно, в первые классы переходят. Ну и понятно, что на эти освободившиеся места мы берем уже малышей. Уже 3670 путевок, скажем, приняты, и родители подтвердили свое желание именно в эти детские сады идти. Ну, порядка 800 с лишним путевок у нас пока еще актуальные, но до середины мая родители могут думать и выбирать из 3 вариантов, как вы знаете. И затем следующий этап, он будет идти уже вплоть до сентября, когда оставшиеся путевки также будут распределяться в системе через госуслуги. Поэтому родителям важно здесь следить за своими личными кабинетами и своевременно реагировать. Бывают иногда такие случаи, что там в конце мая, например, прибегают вот из того же 203-го микрорайона и говорят: ой, оказывается, мне путевка выпала в цветик, семицветик, например, а я вот не посмотрел, и все. Ну, время уже упущено, и эта путевка ушла другому ребенку, следующему по очереди. Вот в этой связи, в заключении, хочу спросить, какие советы вы бы дали родителям в этот непростой, отчасти нервный для них период, когда нужно свое чадо пристроить либо в детский сад, либо в школу? Ну, во-первых, конечно, быть самим спокойным, потому что ни один ребенок в школах точно без места не останется. По детским садам есть возможность и получить субсидированное место в частных детских садах. Поэтому в городе Якутске в этом плане есть выбор и есть варианты. Ну и, конечно, больше смотреть, во-первых, наши паблики Управления образования. Есть возможность заранее записаться и по времени прийти, не ожидая в очереди, на консультацию не только к нам в Управление образования, но и также в любой детский сад города Якутска для того, чтобы получить эту консультацию. Поэтому ни один ребенок, конечно, без внимания у нас не будет. Это самое главное. Мария Петровна, спасибо, что пришли к нам в студию, ответили на наши вопросы. Спасибо. Это было актуальное интервью. До встречи.